Доброе утро, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Язык– это история народа. Язык– это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение языка является не праздным занятием, а насущной необходимостью. Александр Куприн. Пусть для всех вас изучение языка станет насущной необходимостью. Проведем словарную работу. Отгадайте загадку. Году начало, зиме середина. Конечно, это январь, первый месяц года. Название этого месяца восходит к латинскому слову «януарис», образованному от имени существительного собственного «янус». Так римляне называли двуликого римского бога времени, божества встречи зимы с летом, солнцеворота, зимнего солнцестояния. Название месяца символически означает «дверь в год». Январь – один из 7 месяцев длиной в 31 день. Это в среднем самый холодный месяц года на большей части северного полушария Земли, где январь является вторым месяцем зимы и самый теплый месяц года на большей части южного полушария, где январь – это второй месяц лета. Запишите пословицу о январе на выбор. Объясните ее смысл. А сейчас повторяем то, что знаем. Вспомните, какую тему мы сейчас изучаем. Правильно, тема части речи. Что вы знаете про части речи? Части речи делятся на самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные части речи – это имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, наречие, имя числительное. К самостоятельным частям речи можно задать вопрос. Они являются членами предложения. Служебные части речи членами предложения не являются, служат для связи слов в предложении, помогают выразить эмоции. Проведем наблюдение. Прочитаем слова. Книга, река, книги, тетради, реки, тетрадь. Что объединяет эти слова? Правильно, это имена существительные. На какие две группы можно разделить слова? Один предмет и много. Что мы можем сказать об именах существительных? Они изменяются по числам, правильно. А имена прилагательные и глаголы изменяются по числам? Попробуем вместе ответить на этот вопрос. Сформулируем тему урока. Изменение имен существительных, имен прилагательных, глаголов по числам. Сегодня мы с вами узнаем, как изменяются имена прилагательные, глаголы в зависимости от имени существительного. Научимся определять окончания имен прилагательных и глаголов в зависимости от имени существительного. Продолжим наше наблюдение дальше. Прочитайте предложение. Пробежала рыжая лисица. Запишите его. Определите, какой частью речи является каждое слово. Замените слово «лисица» на слово «лисицы». Чем отличаются эти слова? Правильно, один предмет и много предметов.
единственное число и множественное число. Запишите предложение, которое получится. Пробежали рыжие лисицы. Что вы заметили? Имя прилагательное и глагол тоже изменились. Как? Правильно, у них изменилось число. Сделаем вывод. Имена существительные, имена прилагательные и глаголы изменяются по числам. Что означает существительная лисица? Один предмет. Прилагательная рыжая. Признак одного предмета. Глагол пробежала. Действие одного предмета. А что обозначают слова во втором предложении? Несколько предметов, признак нескольких предметов и действие нескольких предметов. Рассмотрим, как изменяется по числам имя существительное. Мы уже знаем, что у имени существительного есть постоянные морфологические признаки – род и одушевленность. Постоянные значит неизменяемые. Сегодня мы рассмотрим один из изменяемых признаков существительного. Имя существительное – настоящий волшебник. Этот волшебник может превратиться в один предмет, а может и в несколько сразу. Рассмотрим это на примерах. Прочитайте слова. Самолет – самолеты, туча – тучи, дерево – деревья, брат – братья. Чем отличаются слова в столбиках? Правильно, в первом столбике слова обозначают один предмет. Мы говорим, что эти имена существительные стоят в единственном числе. Во втором столбике слова обозначают много предметов. Мы говорим, что эти имена существительные стоят во множественном числе. Давайте понаблюдаем, какая часть слова изменяется у существительных столбиках. Правильно, это окончание. Лексическое значение слов не меняется. Мы не образуем новые слова при помощи приставки и суффикса. Поэтому эти слова не являются однокоренными, а образуют форму одного и того же слова. Итак, число у существительного – это форма слова. Раз число у слова может меняться, значит это изменяемый признак имени существительного. Продолжим наблюдение над окончаниями. Рассмотрим, какие окончания бывают у существительных каждого рода. Перед нами существительные женского рода. Какие же окончания у них во множественном числе? Мама – мамы, весна – весны, дача – дачи. У существительных женского рода во множественном числе бывают окончания и. Рассмотрим существительные мужского рода. Конь – кони, брат – братья, дом – дома, плот – плоты. У имен существительных мужского рода во множественном числе бывают окончания и, а, я. И рассмотрим существительные среднего рода. Письмо – письма, яблоко – яблоки, море – моря. У существительных среднего рода во множественном числе бывают окончания и, а, я. Следует обратить внимание, что не всем существительным удавались эти чудесные превращения. В русском языке есть существительные, у которых число не меняется.
не имеют множественного числа существительные: север, январь, мед, железо, смех, молоко, радость, кофе, белье, хвоя, молодежь. Существительные, которые имеют только множественное число: дрожжи, ворота, шашки, шахматы, гонки, ножницы, брюки, очки, сумерки, заморозки, сутки. Сделаем вывод. Имена существительные изменяются по числам и имеют форму единственного и множественного числа. Для обозначения одного предмета применяется форма единственного числа. Для обозначения множества предметов применяется форма множественного числа. Число – непостоянный признак существительного. Есть имена существительные, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе. Это надо помнить. Выполним упражнение. Разделите имена существительные на 3 группы по признакам. Первая группа имеет форму только единственного числа. Вторая группа имеет форму единственного и множественного числа. И третья группа имеет форму только множественного числа. Проверьте себя. Молодцы, ребята! Рассмотрим, как изменяются по числам имя прилагательное. Вспомним, что имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признаки предметов и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». В словосочетании и предложении имя прилагательное связано с именем существительным. Имя существительное является главным словом, а прилагательное – зависимым. Вопрос к прилагательному задается от имени существительного. Например, мама связала синий шарф. Шарф какой? Синий. Мы испугались сильной грозы. Грозы какой? Сильной. При определении рода и числа существительного необходимо помнить, что род – это постоянный признак существительного, а число – изменяемый. Имя прилагательное всегда стоит в той же форме, что и имя существительное, то есть согласуется в роде и числе с именем существительным. Чтобы определить род и число имени прилагательного правильно, нужно выяснить, к какому роду и числу относится существительное, с которым связано прилагательное. У имени прилагательного будет такой же род и число. Проведем наблюдение над изменением числа имен прилагательных. Возьмем существительные разных родов, изменим их по числам и посмотрим, как это отразится на окончании имен прилагательных. Формы единственного числа имен прилагательных имеют окончание в мужском роде «ий», «ой», «ый», в женском роде «ая», «яя», в среднем роде «ее», «оя». А формы множественного числа имен прилагательных имеют одинаковое окончание, независимо от рода «ие», «ие». Сделаем вывод. Имена прилагательные изменяются по числам. Прилагательные связаны с именем существительным и согласуются с ним в роде и числе. Род имени прилагательного во множественном числе определить нельзя. Рассмотрим, как изменяется по числам глагол и от чего это зависит. Вспомним, что глаголы – это слова,
которые обозначают действия предметов. Значит, глаголы связаны с именами существительными. Проведем наблюдение. Возьмем пару существительное плюс глагол, изменим число у существительного и проверим, будет ли меняться окончание у глагола так же, как изменяется оно у существительного. Сделаем вывод. Глаголы изменяются по числам. Глаголы, обозначающие действие одного предмета, стоят в единственном числе и отвечают на вопросы, что делает, что сделает, что делал и другие. Глаголы, обозначающие действие множества предметов, стоят во множественном числе и отвечают на вопросы, что делают, что сделают, что будут делать, что делали и другие. При изменении числа у глагола меняется окончание. При этом происходит не образование новых однокоренных слов, а изменение формы слова. Образуйте форму множественного числа глаголов. Проверьте себя. Определите число прилагательного и глагола по имени существительному. Вставьте окончание в слова предложений. Проверьте себя. Я думаю, вы легко справились с этими заданиями. Наш урок подошел к концу. Ваш багаж знаний пополнился знаниями об изменении значимых частей речи по числам. Молодцы, ребята! Вы хорошо поработали на уроке. На уроке вы узнали, научились и можете. Закончите фразу. Определите уровень своей успешности. Поднимитесь на гору успеха. А я благодарю вас за урок. До свидания, до скорых встреч!